Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! 137 лет, как была взята Гёктепинская крепость. 137 лет в памяти туркменистанцев самое жестокое сражение. Даже в Центральной Азии не было такого побоища, как Гёктепе. Почему межплеменные противоречия позволили завоевать такое государство, откуда вышли 3 империи? И Парфянская империя, и Огузская империя, и Тюрко-Сельджукская империя. Почему этот народ оказался в таком состоянии? Мало того, эта независимость тоже не завоевание Ниязова или Бердымухамедова. Сейчас они вот генеральские погоны, там флаги, или они все такие насупленные, такие полные трагизма, сидят там в Гёктепе, в этом тельпеке, изображают из себя потомков этих героев. Были бы потомки, уже бы напечатали бы везде. Генерал Скобелев пришел вслед за Кауфманом, потому что Кауфмана после победы в Хиве, где он разгромил туркмен-юмудов, он пришел после этого в Ахал. Но текинцы Ахала отбросили войска Кауфмана, войска Российской империи в Каспий просто кривыми мечами. То есть текинцы Ахала показали геройство. А после этого уже в 1981 году экспедицию возглавил генерал Скобелев. Но генерал Скобелев говорил, если туркмены-текинцы Ахала предпримут тактику партизанской войны, кампанию можно считать проигранной. А после того, как завоевал, когда он взял эту крепость, он также написал, описывая геройство, воинственность, умение сохранить честь и достоинство этого народа, он говорил, туркмены, текинцы Ахала, в отличие от прочих халатников, не побежали прочь от первых выстрелов пушек. Наоборот, предпочитали открытую смерть в бою, чем показать затылок врагу. Это очень высокая оценка, тем более полученная от врага, который проявил жесточайшее насилие. 4 дня он позволил грабить, убивать, насиловать. Это вызвало возмущение в просвещенных кругах России. Даже Энгельс в своей работе «Антидюринг» говорил об этом. Но в истории это так и осталось. Ахалтекинская экспедиция. Это не как завоевание Туркменистана. То есть он подчеркнул, что этот народ не позволил растоптать свою честь и достоинство. Они приняли открытую смерть в бою за свободу, за родину. Туркменских родоначальников, сердаров, бегов, ханов он стал приближать, они стали служить в царской армии. Они уже были. И в советское время появилась элита, появилось ученые, образование и так далее. Вот в этом государственном образовании СССР туркмены были равны. Никто их не унижал, не пытался выставить ниже кого-то. И вот эта родоплеменная рознь, она была отодвинута, она контролировалась. Компартия за это дело наказывалась как-то, это отодвигалось. Но пришел Ниязов, пришел Бердымухамедов. Они же не сумели сказать не только о трагедии Гёктепе, не только о том, что вот это вот как раз межплеменная рознь, региональная рознь, она была проблемой и остается до сегодня. Нет. Очень долгое время, 137 лет, никто не хотел сказать, в чем причина. Все знают, что вот был героический Гёктепе, сражение. Там был Нурберды хан, его сын Мактумкули хан, Курбан Мурады Ишан, Дыкма Сердар хан, Мамед Аталык. Знают героев, но никто не хочет раскрыть причину. В чем причина? Почему пала Гёктепе? Почему, если пришли со стороны Каспия, где юмудские крепости? Ведь текинцы пришли за 5 лет до этого, когда иранцы напали, и они вместе отбились от иранцев, когда на Кизлатрек шел. Почему такое возможно? Или если, например, он пришел бы со стороны Мары, то в Мары, когда напал хивинский хан, ахальские текинцы помогали. Как оказались они так, миновав балканских юмудов, братьев текинцев, Кауфман, чивинских юмудов,
истреблял. Так почему тогда не пошли на помощь балканские юмуды, ахальские текинцы, не пошли марийцы? А оказывается, наши юмуды-братья в составе хивинских войск Мядамин-хана в свое время пришли и воевали со своими братьями. И точно так же был Бухарский эмират, было Хивинское ханство. И все наши родственники, все наши братья воевали друг против друга, их использовали. Мне говорил масон Вадим Михайлович, туркмены лично храбрый народ, но их всегда нужно организовывать. Туркменам не хватило именно этой организации, они не сумели объединиться. Не сумели объединиться по-настоящему. Вот в этом как раз есть самая большая химера, которая скрыта 137 лет. Ну, как пала Россия, Русь как пала, Москва, Рязань там и прочее перед татарами. Точно так же была междоусобица между юмудами, текинцами, между салырами, сарыками, текинцами и так далее. Туркмены очень пестрый народ этнический, но когда они объединялись, их никто бы не смог победить. И при царской России об этом особенно не говорили, и в советское время. И Ниязов с Бердымухамедовым так и не смогли сказать. С конца 19 по конец 20 столетия было создано совершенно новое государственное образование СССР, и Туркменистан был в его составе. Все это как-то забылось, ушло на второй план. Мало того, там и нельзя было говорить, потому что официально писали, что Туркменистан добровольно вошел в Российскую империю. После 1991 года, когда уже стали независимые все государства Советского Союза, все вспомнили и свою историю, и мы увидели массу людей, и я там как раз создавал подсобные хозяйства Ахал, я видел этих людей, которые собирались на Гёктепинской крепости, там были настоящие патриоты, там были люди действительно, которые требовали поставить памятник героям Гёктепе, Гёктепинского сражения, чтобы это были действительно оценка соответствующая, историческая, политическая оценка этому событию была дана. Но ее не было. Ниязов, он так и вилял, он не захотел. Он боялся обострить. Почему? Потому что, собственно говоря, ну да, это распался Советский Союз. А что? Кто-то кого-то победил, что ли? Отвоевали, что ли, эту свободу? Это была геополитическая ситуация. Советский Союз распался. Но даже тогда эти руководители не сумели сказать то, что нужно объяснить народу. Потому что туркменам и всем, кто остался на этой территории, надо было жить. Причем жить одной семьей, а не вспоминать старые обиды, кто когда что делал. Уже были смешанные браки. Уже эта экономика, которая была построена и на железной дороге, и на этом Каракумском канале, и на этих геолого-разведочных работах, которые огромные, несметные богатства подземные открыли Туркменистану. Много мы знали о них. Почему после этого никто не захотел сказать, что произошло на самом деле? Почему Ниязов не захотел сказать? Ниязов или Бердымухамедов, они не принесли свободы Туркменистану. Мало того, вы посмотрите, Ниязов создавал государство независимое. Это вот напускалось это облако, какие мы богатые, мы будем все миллионеры, у каждого дома будут столько-то машин, но никогда он не говорил про свободу. И даже в том гимне, который был создан при Ниязове, вы не услышите слово «свобода», а именно свободы лишил он весь народ. Бердымухамедов тоже поменял гимн. И там вы не услышите слово «свобода». Какая свобода, если он создает рабовладельческое государство? Если он требует, чтобы к нему подползали раком? Это что такое? Это на каком основании, на какой закон опирается он? Где в Конституции такое есть? Трагедия Гёктепе – это синдром межплеменной розни, межрегиональных противоречий и отсталости народа. С другой стороны, Гёктепе был, есть и останется символом свободолюбия, несгибаемости духа туркменского народа,
народа, который ставит выше всех ценностей сохранение чести и достоинства своего. И этот народ он хочет заставить жить рабами. Этого никогда не будет. Я обращался к тебе, Бердымухамедов, 2 или 3 года назад. Я тебе говорил, не нужно держать людей, отпускай. Ты проигнорировал. Я потом обращался, говорил, что не нужно уничтожать национальную ценность, национальную культуру, ахалтекинскую ложу. Кто тебе позволил? Как ты смеешь так себя вести? Где у тебя юридические, конституционные основания для того, чтобы вот так вот позорить народ, унижать честь и достоинство туркменского народа на весь мир? Кто тебе дал это право? Неужели ты думаешь, что тебе это позволят? У туркмен не так много вещей. Даже если завтра все твои потомки Бердымухамедова станут космонавтами, никто туркмен знать не будет. Но ахалтекинская лошадь – это основа культурного коннозаводства мира. Как ты посмел позволить уничтожить ее? Что ты делаешь? Теперь ты делаешь то же самое с этим бедным Алабаем. Ты лепишь эти памятники. Почему ты идешь на это? Ты не знаешь, как поработить этот народ? Может, тебя папа учит этому? Как можно унижать этот народ? Кто тебе позволит его унижать? На каком основании? Даже пройдя такие испытания, даже будучи поверженным, даже разгромленным, туркменский народ не проходил через такие унижения. Народ жив и будет жить до тех пор, пока не растоптана честь, совесть и достоинство народа, пока у него есть символы, национальные символы. И эти символы – это ахалтекинская лошадь, это туркменские ковры, это культура туркменского народа, музыка, и в том числе Гёктепе, как символ величия духа туркменского народа. И Бердымухамедов или на него похожие Ниязвы никогда не имели права унижать этот народ. И никто не имеет права унижать этот народ. И народ этого не позволит. Ни один уважающий себя туркменистанец не позволит унижать свой народ. Ибо умный человек был такой. Он сказал, истинный интернационализм невозможен без чувства национального достоинства. Ибо как же поймет душу и сердце чужого народа тот, кто пренебрег собственным духовным наследием? Такие, как Бердымухамедов, который топчет свое духовное наследие, топчет гордость, они никогда не смогут быть лидерами и никогда не смогут сплотить этот народ. Такой народ ничего хорошего не ждет. Будущее народа только в сплоченности, в единстве, в демократических ценностях. Гёктепе отдается болью в душе, потому что не решены эти проблемы. И если Туркменистан сегодня потерял свою известность в культурном плане, а более известен своим Авадан-Депе, посмотрите, какое ужасное созвучие Депе, возвышенность. Но эта возвышенность, это уже возвышенность насилия, ада. Там заживо замуровали людей. И с него спросить не могут. Вот что такое Гёктепе. Авадан-Депе существует потому, что не решен вопрос с Гёктепе. Потому что не разобрались ни мы сами, туркменистанцы, ни мир не знает до сих пор. Авадан-Депе – это эхо, это отзвук Гёктепе, там, где народ борется. Никто никогда не победит народ. Сколько бы денег у тебя не было, Бердымухамедов, какое бы клептократическое государство не было создано, никто никогда не побеждал народ. Сила народа – это сила урагана, горного селя. И если я к тебе раньше обращался по другим вопросам, которые касаются национального достояния, то сейчас я тебе повторяю и заявляю, ты не посмеешь топтать честь и достоинство туркменского народа. Туркменский народ встанет с колен. И символом того, что он поднялся, будет руководство. Народ перестанет видеть, как ползает руководство перед тобой. И мы добьемся этого.
этот вопрос будет поставлен вплоть до ООН. Либо ты откажешься от этой порочной практики, от своего фанфаронства, либо к тебе будут применены международные санкции именно по этому вопросу. Ay gökte pek alasın ey canlar yatır. Atı vatanı canın eli tutunur yatır.